Здравствуйте! Сегодня по традиции время вечерней смены и подведения итогов дня. В эти апрельские дни к нам по инициативе руководства Министерства культуры Республики Северная Осетия Алания и Северо-Осетинского государственного академического театра аккурат из самой столицы приехали наши театральные гости. Итак, Екатерина Борисовна Морозова, кандидат искусствоведения, театровед, педагог театроведческого факультета ГИТИС. С ней же приехала Екатерина Танченко, студентка, соответственно, театроведческого факультета ГИТИС. И сегодня с нами Оксана Нударовна Хитагурова, заведующая литературной частью Северо-Осетинского государственного академического театра. Здравствуйте, гости дорогие, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Как вам у нас? Прекрасно. Как проходили эти дни? Вы знаете, очень насыщенно они проходили, и это была и культурная программа, и непосредственно программа, которую подготовил театр, который нас пригласил, а это Северо-Осетинский академический театр. И в данном случае программа достаточно насыщена. В общем, мы наполнены впечатлениями и разными эмоциями. Оксана Нударовна, вообще как эта идея созрела? Ну, идея-то была и жила с нами, но сейчас появилась прекрасная возможность. У нас и новое руководство, новые идеи, новые взгляды, новые цели. И если говорить уже о развитии любого театра, то мы никак не можем обойти критиков. То есть нет развития театра, никакого театра без свежего взгляда, без здоровой критики. И мы наконец-таки созрели для этого. И хочу выразить огромную благодарность нашим гостям, которые согласились, приехали, вдохнули в каком-то смысле новую жизнь, да, вот в жизнь театра. Хорошо, а что вы ожидаете на выходе получить, вот Осетинский театр? Мы уже получили, да, мы уже получили немалое, можно сказать так, потому что после каждого просмотра спектакля у нас идут обсуждения, разбор спектакля. Мы видим себя со стороны глазами наших гостей, и это здорово. Можно я тоже добавлю, да? Мы здесь не в полном составе, с нами еще приехало 2 студентки, они 3-го курса, и на самом деле я акцентирую, да, мы представляем Государственный институт театрального искусства, известный ГИТИС, театроведческий факультет, и это в практике нашего факультета, когда выезжает педагог со студентами разной степени уже обученности и знакомится. Или выезжает на фестиваль, но в данном случае нам повезло, мы выехали в конкретный театр, и, в общем-то, целую неделю нашей жизни мы провели вместе с прекрасным коллективом. А что это дает вашим студентам? Вы знаете, ну, я сейчас предоставлю слово студентам, а я как педагог хочу сказать, что когда я училась, это было достаточно давно уже, у нас не было такого опыта. Предполагаю, что это дает, во-первых, свободу, во-вторых, это кругозор. И, в-третьих, человеческое общение, это самое главное. Вот вы спросили, что получит театр, да? А мы получим, я думаю, что мы получим дружественный нам театр, дружественный нам коллектив, потому что театр – это не какое-то эфемерное понятие, это в первую очередь люди. Это в первую очередь люди очень творческие, эмоциональные, они открыты душой и сердцем и хотят получить как бы не только какой-то, ну, такой монологический поток, а, в общем-то, диалог, общение, как и, будем говорить, и нашего аналитического, будем так, подхода, и практиков, да, но в данном случае то, что мы из Москвы, вы из прекрасного Владикавказа, прекрасного края, Осетия. Я второй раз, сильнейшие впечатления, конечно, и от людей, и от природы, и от погоды, и от искусства. Вот. А то, что получают студенты по факту, я думаю, вот Екатерина может пожалуйста, вам слово. Спасибо вам за предоставленное слово, Екатерина Борисовна. Я прежде всего, наверное, хочу сказать, что это огромный опыт
и школа жизни такая, школа профессии, когда ты постигаешь ремесло, скажем, не сидя за партой или в аудитории, не только с лекций своих педагогов или из каких-то книг, а действительно имеешь возможность какой-то практики, да, потому что в нас стараются воспитывать и тренировать умение говорить, умение взаимодействовать. И прежде всего, конечно, от нас ждут какого-то практического анализа, какой-то действительно весомой помощи, которая в дальнейшем каким-то образом поможет театру в реализации каких-то новых проектов, театральных постановок, а может быть, придаст какую-то новую жизнь и легкое дыхание в уже существующие премьеры или просто репертуарные спектакли. Поэтому, конечно. Это такой профессиональный подход. А если мы говорим о человеческом подходе, вам удалось с кем-то завязать знакомство, общение наладить? Конечно, однозначно. И в первую очередь, наверное, это ваш режиссер Гиви Валиев, который нас и пригласил. И познакомились мы полгода назад на фестивале «Федерация» в городе Грозный, где отсмотрели Ричарда III и остались, в общем, тогда под большим впечатлением. Это был один из лучших спектаклей программы. Он, безусловно, стал сразу заметным событием. И, конечно, для нас было важно и ценно, что, скажем, все те какие-то замечания или, может быть, предположения, даже так скорее пожелания, которые были озвучены на Федерации, в лично-публичной, скажем, беседе Гиви, на каких-то обсуждениях, они все были учтены. И Гиви вообще тот человек, который умеет слушать, прислушиваться, меняться и работать над собой. У нас есть как раз кадры со спектакля. Сейчас вы можете наблюдать их на экране. Тем временем мне бы хотелось, Оксана Даровна, давайте вы расскажете, какие, в принципе, вы спектакли отобрали на суд. Так получилось, что у нас уже был репертуар на месяц сформирован, и к приезду наших гостей они смогли посмотреть в первую очередь это «Ромео и Джульетта». Это была последняя наша премьера пока что на этот сезон на сцене Осетинского театра. «Ромео и Джульетта», потом «Ричард III», 2 спектакля Шекспира. Вчера мы посмотрели «Ревизор». Это уже русская классика. А сегодня мы им хотим предоставить национальную драматургию. Это «Черная бурка» Георгия Хугаева, а в главной роли Гиви Валиев. В общем, весь спектр. Да. Мы на самом деле очень благодарны организаторам и художественному руководству, что получилось так скомпоновать репертуар, потому что мы люди театральные, мы знаем, что это вещь такая, планируемая заранее, да, и что вот так получилось емко, да, в одну неделю предоставить нам и трагедию, и комедию. Снять сливки. Сливки, да, и национальную драматургию посмотреть, и посмотреть спектакль, который уже давно в репертуаре, да, как «Черная бурка», который завоевал много премий и который, в общем-то, является, наверное, каким-то, одним из таких представлений как бы самого театра. Есть спектакли, как «Ревизор» и «Ричард III». Это последнего времени, но не совсем как бы свежая премьера, да, то есть которая уже в неком как бы обкате репертуарном существует с уже, как сказать, устоявшейся любовью зрителей. И премьерный спектакль «Ромео и Джульетта», он практически, можно сказать, горячий, да, вот только вышел на публику, и, конечно, это всегда для нас важно, для нас всегда ценно, если нас практики, в данном случае художественный руководитель, режиссер, допускают до... Понимаете, как сказать, спектакль – это ребенок. И в данном случае вот до вот этого, будем говорить, ребенка допустили, чтобы мы высказали какие-то свои пожелания, высказали какие-то свои мнения, ощущения от этого спектакля. Потому что спектакль – вещь живая, структура живая, подвижная. И понятно, что можно, знаете, можно при каким-то своим словом, таким брошенным вроде бы походе, да, можно очень сильно ранить.
или можно сломать какую-то зарождающуюся атмосферу в спектакле. Особенно в творческой среде. Конечно, конечно. А можно помочь, можно чуть-чуть, как сказать, что-то такое намекнуть. А люди, которые занимаются театром, они очень хорошо слышат, они могут чуть-чуть скорректировать, и все пойдет как по маслу. Ну, хотелось бы поподробнее услышать ваши впечатления от этих спектаклей. Ну, вы знаете, Все-таки классика, за нее браться, ну, неблагодарная задача. Хочется сделать хотя бы не хуже тех же столичных театров. Вот удалось ли? Вы знаете, прежде всего, я бы не хотела вот в наш, да, небольшой по времени диалог пускать момент, что там не хуже московских. Понимаете, все занимаются творчеством, и в этом плане, поверьте, и в Москве есть разного уровня спектакли, и в данном случае, как раз, если речь идет о Ричарде III, я присоединяюсь к словам Екатерины, что это победа, безусловно, для театра, однозначно. Это сильное, сложно сочиненное сегодняшнее высказывание, но в рамках просто нашей сегодня встречи там углубляться в какой-то сложный театроведческий разбор я бы не стала. Я скажу так. Впечатления разнообразные, они яркие, неоднозначные. Неоднозначно не значит, да, там плюс или минус. Да. Они заставляют нас рассуждать. Единственное, что хочу сказать, что труппа в очень рабочем состоянии, я так понимаю, в ожидании каких-то новых идей от молодого, нового руководства, которое пришло совсем недавно. И труппа, очень хорошо, что она разновозрастная, то есть есть старейшины, есть, будем говорить так, аксакалы театрального искусства, есть на кого равняться молодежи, есть очень сильное среднее поколение, конечно, прекрасный актер Алан, да, он на нас произвел просто, ну, сильнейшее такое, ну, и я не скажу впечатление, но мы в диалоге с ним. Мы вот хотим с ним, как с его работами, находиться в диалоге. Вы наблюдали его в Ричарде? Да, да. И в «Ревизоре». Вот если мы будем сравнивать все-таки с тем же Александром Домогаровым, который 3 часа кряду держит публику, да, в Ричарде III, да. Алану Албегову удается? Ну что же вы так, как сказать, к Алану, да? Алан прекрасный актер. Алана люблю нежно, Мне даже кажется, лично ему знаю. даже не 3, а 4 и 5 часов может держать публику. Мы, когда вот были на обсуждении перед труппой, я сказала, и это также сквозило и в обсуждении вот Екатерины, что Алан, он, с одной стороны, на нем огромная ответственность лежит, потому что он ледокол. Он определяет температуру спектакля. Вот будет у него плохое настроение, да? Ну, мы же все люди живые, и все в данном случае подвержены некими нашими обычной жизнью, с которой мы выходим на подмостки. И неизвестно, какой спектакль будет. А будет он как говорится, в поднятом, да, настроении, и все сложится. Поэтому, ну что вы верьте в своих актеров, они прекрасные. Непременно. Да, Катя, есть что добавить? Они очень выносливые, и в них много силы. Силы какой-то внутренной, почти животной, поэтому, мне кажется, вот с точки зрения выносливости, наверное, и какой-то выдержки, какой-то такой стойкости, им абсолютно нет равных, и это тот ресурс, который необходимо исследовать, использовать, и мне кажется, что ваши артисты — это благодатная почва для Вот художника. мы выяснили, что отличает артистов нашего Северостинского Конечно. театра. Выносливость. Ну, выносливость имеется в виду не физическая. Понятное Выносливость дело. имеется в виду... Вы знаете, мы тоже на эту тему много рассуждали, потому что определенная региональная особенность, определенные аспекты, будем говорить, формирования национальной культуры, они, естественно, создали особый тип актерской игры. Он очень эмоциональный, он открытого приема, да, общения со зрителями. Он, конечно, вот тут спрашивали нас, сохранилась ли героико-романтический стиль
Да, конечно, да, конечно. Ну, посмотрите на вас всех. Вы выходите на сцену, и вы уже сразу герои. Неважно, даже если совсем там на 3 минуты вышел в массовой сцене. Вам от природы много дано, чтобы быть героями. Эмоционально, безусловно, вы экспрессивны, безусловно, вы страстны. И поэтому Шекспир вам идет, Брехт вам идет, испанская драматургия идет. Ну что вы, здесь... Имеется в виду, Благодать просто в уши. имеется в виду выносливость именно вот такого характера, духовного плана. Поэтому играть, например, на сильных эмоциях, на, знаете, как сказать, на разрыве аорты, вашему вот актеру, будем так, вашей природы, я думаю, что он может достаточно долго это делать и сильно, и убедительно. Вот. Ай, спасибо. Ай, пожалуйста. Хорошо, а давайте тогда скажем, чего не хватает нашему театру. Ну, может быть, какого-то контроля. Вот это излишнее, ну не то чтобы излишнее, да, это бьющая через край экспрессивность, она, скажем, есть жанры, которые, наоборот, ее требуют, да, как трагедия, допустим, да, а есть совершенно, скажем, антонимичный жанр, допустим, комедии, в которой требуется такая, ну не то что больше дисциплина, сдержанность, но такая. да, я бы сказала, что это вопрос самоконтроля. И хотелось бы, конечно, чтобы порой артисты были в состоянии обуздывать. Этот бьющий через край Да, да. темперамент. Вы знаете, я добавлю, еще, конечно, хотелось бы пожелать, я думаю, что это будет, безусловно, то это требуется времени, может быть, какое-то обновление национальной драматургии, чтобы в контекст вопросов и проблем входили те темы, которые волнуют сегодняшних молодых людей. Вот будем говорить, тем какие-то идеи и мысли, в которых живет сегодняшний человек. При этом сохраняя, безусловно, свои традиции и, безусловно, ну, свою национальную самость, безусловно. Да? Вот мне кажется, что какой-то элемент такой современности, я сейчас не хочу говорить слово там европеизации или западничества, нет. Вот именно современности. Мне кажется, могло бы быть побольше. Могло бы быть побольше, но здесь вопрос, конечно же, режиссуры. В этом плане Северо-Осетинскому академическому театру повезло, потому что во главе молодой, очень амбициозный, интересно мыслящий режиссер находится, ну, чтобы просто было побольше таких высказываний и проявлений. Так что дай бог. Учтем. Давайте. Давайте прервемся на рекламный блок и вернемся в студию. Хорошо. Продолжим разговор. Ну, а мы продолжаем разговор, и у нас гости из самого ГИТИСа сегодня. И давайте перейдем к спектаклю «Ромео и Джульетта». Давайте. Вот желание режиссера подать этот спектакль по-современному, да? Оно чем обусловлено, по-вашему, Екатерина Борисовна? Вы знаете, ну, на самом деле тот спектакль, который мы увидели, он, с одной стороны, в общем-то, находится в поле, ну, если так можно сказать, традиционного прочтения, да, то есть у нас Ромео любит Джульетту, в общем, там все идет по сюжету, единственное, там достаточно неожиданный финал, но не буду говорить, потому что если нас услышат ваши зрители, то я думаю, что это будет некий спойлер тогда, да? Поэтому пусть они лучше придут и увидят, какой финал в этом спектакле. Вы знаете, я думаю, что если говорить о современности, то здесь надо отметить существование актеров на сцене. Существование актеров, решение сценографическое и то, что отношения, они выведены, ну не то что в сегодняшний день, но в некоторую, как бы, некое пространство, где
та же ситуация, она может произойти и во Владикавказе, и в Москве, и в Вероне. Да? В данном случае здесь снимается вот эта привязка непосредственно к истории, к какой-то хронологической... локации, да. Да, какой-то локальной ситуации. А мне кажется, всей творческой группе и режиссеру, в общем-то, удалось эту ситуацию вывести на сегодняшний день. И я думаю, что он угадал. Почему? Потому что мы, как люди, анализирующие театральное искусство, мы не только анализируем то, что на сцене, мы еще внимательно слушаем и смотрим, что происходит в зрительном зале. Так. Потому что контакт зрителя и художественного произведения, в данном случае спектакль – это художественное произведение, очень важен для нас. И в этом плане, конечно, подключаются некие как бы культурологические, социологические моменты. Так вот, зал очень живо реагировал. И зал был молодой, и он активно принял ту форму сценического действия, которую предложил театр. И мне кажется, что некоторые даже с интересом смотрели за интригой. Мне кажется, некоторые даже не знали, в общем, чем все, как говорится, как все развернется и закончится. И да, вот сзади нас сидели зрительницы, которые очень активно реагировали и на молодых актеров и актрис, которые пара прекрасная. В этом плане есть удивительная способность, ну, во всяком случае, ту, которую мы наблюдаем, да, у Гиви Валиева, он умеет попадать, вот, знаете, как сказать, в распределение, да, то есть у него вот, как это в Ричарде Третьем произошло, прекрасный Ричард Третий, так, в общем, удивительное попадание в молодых актеров, я так понимаю, они выпускники вашего факультета. Да. Прекрасно. То, что вы взращиваете свои кадры, и они имеют возможность сразу выйти на сцену и получить такие главные роли. Вы знаете, в Москве такой роскоши практически нет. Я думаю, и в Санкт-Петербурге тоже. Поэтому здесь вот это современный подход, не отрицание, а некое расширение темы. Вот если говорить, чем интересен этот спектакль, то, мне кажется, вот... То есть он не потерял? Нет, ни в коем случае. Да что вы, конечно. Нет, он не потерял. Другое дело, что он еще очень нежный. Ему нужно обрести свою почву под ногами, ему нужно окрепнуть. Там по многим моментам мы режиссеру протранслировали, чтобы нам хотелось, на что бы он обратил внимание. Режиссер, который по совместительству художественный тоже руководитель. был Ромео в свое время. Да, ну вот видите, да, замечательно. И я предоставлю тоже слово Екатерине, потому что она человек другого поколения. Может быть, она увидела что-то еще. Не то, что я увидела. Мне просто кажется, что это современная подача, это такой способ установить контакт с более молодой аудиторией. Это да, вы мыслите в верном направлении, и мне кажется, это будущее театра, это его перспектива. И прежде всего, конечно, Гиве интересно говорить о молодых, для молодых, с молодыми. И мы надеемся, что вскоре театр заполнится сотней и тысячей прекрасных глаз, которые будут обращены на Ромео и Джульетту, потому что это действительно гимн молодости, гимн юности, гимн любви, хрупкий, нежный, метафоричный спектакль. И мы ему желаем долгой, процветающей такой жизни полной. И всячески постарались сделать все от нас зависящее, чтобы он не потерял своих достоинств, а наоборот приобрел какие-то новые смыслы. Я единственное добавлю, вот Катя совершенно верно сказала о том, что там для молодых и о молодых, но здесь я бы добавила на вечные темы, что позволяет и среднему поколению зрителей, и, будем говорить так, зрителям, которые традиционно долгие, может быть, некоторые десятилетия ходят в этот театр, тоже соприкоснуться с молодостью, да, то есть в данном случае, чтобы они не были отрезаны от нового искусства, а чтобы они тоже могли быть соучастниками вот этого театрального праздника, потому что те темы, которые поднимаются в спектаклях, во всяком случае, которые мы видели, они универсальные. Поэтому вот так.
Касаемо «Ревизора» по Николаю Васильевичу Гоголю, Да. моему любимому, если в столичных театрах Хлестаков, он и хипстер, он и мужчина в летах, он и повеса, то чем удивил наш СОГАТ, Северо-Осетинский академический театр? Вы знаете, я хочу сказать, что в московских театрах разные ревизоры, там не только хипстеры, там есть и просто традиционные Хлестаковы, которые мы с вами знаем из нашего школьной детства, программы, да. школьной программы, которые мы с вами себе фантазируем, или которые нам фантазируют наши преподаватели в школе. Да. Разные Хлестаковы, поэтому, ну, во-первых, жанр комедии, он очень сложный, безусловно, и здесь, конечно, если есть какие-то проблемы, они вылезают более существенно и заметно. Но я хотела бы отметить, что, опять же, точное попадание в распределение на роль Хлестакова у вас, конечно, настолько он подвижен, настолько он... У меня такое ощущение, что он внутренне на какой-то шарнирной структуре находится, и настолько он музыкален, настолько он вот... Ну, в общем, он попадает в ту характеристику, которую дает Гоголь. Да. Ведь Гоголь некоторым персонажам, не всем, но перед пьесой он дает характеристики. Вот, в общем-то, попадает. Другое дело, что, продолжая тему, которую затронула Катя, когда вы все пытались нас сказать, ну что же, как бы, да, не очень. Здесь момент такой, вот, ну, внутренней дисциплины, своей подвижности на сцене, да, и, ну, очень интересное решение ревизора, тоже перенесена ситуативность в сегодняшний день. Очень узнаваемо. Очень узнаваемо. И такая типажность, и такая какая-то вот это, ну, гротеск, безусловно. Но я имею в виду, что очень такое наше каждодневное бытование, в общем, мы видим. Ну, как сказать, безусловно, интересное решение. А вот будем говорить так, то, что нам бы хотелось бы, на те темы, которые нам хотелось бы побеседовать, я думаю, мы как раз вот сейчас побеседуем чуть-чуть попозже, да, встретиться с коллективом. Уже такой, знаете, это уже такой внутренний, интимный, в чем-то профессиональный разговор. Хоть бы одним глазком подсмотреть. Оксана Даровна, вы кивали, это ваш любимый спектакль «Ревизор»? Ревизор, ну, у меня нету такого любимых и нелюбимых, они для меня все вот, все мои, как бы я их так воспринимаю. Я бы еще хотела добавить вот к «Ромео и Джульетте», да, последняя наша пока постановка, мы получили двойной результат. Вы знаете, одно дело премьера, а когда еще наша главная героиня Амина Акацева, она не владела осетинским языком, но специально для этого спектакля она выучила язык и вышла, и нас поразила своим произношением, и продолжает все же совершенствоваться в этом направлении правильном. И мы просто... Я же говорю, очень довольны. Да. А мы этого не поняли, что она не знает осетинский язык. Здесь же еще Никогда бы не догадались. Никогда бы не догадались, если бы нам вот эти секреты не раскрыли. Они настолько вжились в свои роли, в характеры своих героев, что порой мы их даже не узнаем. Что у нас сегодня? У вас сегодня в программе? А сегодня у нас «Черная бурка» Геора Хугаева. И приглашаем, приходите. Да. Насколько я знаю, еще в 2002 году был в Татарстане поставлен этот спектакль. Если я не ошибаюсь, на тот момент художественный руководитель театра татарского и Георг Хугаев, они были дружны. Вот у нас он сравнительно недавно выстрелил, да, стал любимым спектаклем. Не сравнительно. Ну, вот, спектакль больше есть 10 уже история. лет, больше 10 лет. Больше Да. Но 10 почему-то лет. мы были не первые, да, вот этому факту я удивилась. Ну, вы знаете, не только. К «Черной бурке» обращаются. Это очень такой интересный по своему и содержанию. Там образы очень глубокие, там философский смысл, нагрузка большая, и он интересен зрителю. Когда мы выезжаем, вывозим спектакль на фестивале, именно этот, нас даже просят его
поделиться, и мы всегда рады, лишь бы Геор звучал на всех сценах страны. Какие у вас ожидания от сегодняшнего Ну, вечера? ожидания самые интригующие, как говорится, да, потому что известная пьеса действительно, и не только для Осетии, Да. то есть она достаточно часто ставится, и, конечно, элемент притчивости, он сегодня, я думаю, особенно важен, и, я думаю, достаточно... Вот я ожидаю, сейчас скажет про свои ожидания, я ожидаю, насколько притчивость и звучание темы вечности и сиюминутности, да, насколько оно сегодня адекватно или насколько оно сегодня воспринимаемо. Потому что, конечно, что греха таить, есть опасность, особенно тех театров, которые работают с национальной драматургией, с национальным языком, на национальном языке, да, уйти в вот такую иллюстративную этнографию или какую-то вот просто такой иллюстративность материала. При том, что этот материал, он всегда дает очень большую пищу сценическую. Вот в этом плане я, конечно, в трепетном ожидании, и мне интересно, как это будет решено, насколько звучит спектакль. Уже очень, надо еще понимать, каждый спектакль имеет свою судьбу, и каждый спектакль имеет свою, ну, вот такую биографию, да. Вот этот спектакль, он имеет прекрасную судьбу, он имеет некую искушенность успеха. Вот насколько сегодня он дисциплинированно сценически собран, насколько он играется как первый раз, понимаете меня, да? Вот насколько в данном случае внутри спектакля не присажен градус волнительности, да, и такой вот первозданности. Вот в этом я ожидание. Катюша? Это действительно всегда очень волнительно наблюдать за спектаклями, у которых долгая сценическая судьба, своя аудитория, какие-то награды. И ты как будто ты не просто встречаешься со спектаклем, но ты имеешь дело с уже свершившимся историческим фактом, да? Ты фактически чувствуешь себя соучастником некого мифа, да, я бы сказала, в масштабе истории конкретного театра. И с точки зрения историка и исследователя театра, конечно, это абсолютно особый процесс, который всегда подлежит отдельному осмыслению. И действительно, я поддерживаю Екатерину Борисовну. Нам интересна именно сохранность, какая-то первозданность, неискушенность, может быть, актерская, незаезженность, вот это неравнодушие, умение долго быть в материале, да, и вот эта способность все время, актерская удивительная способность, все время удивляться тому, что ты делаешь на протяжении многих и многих лет. У нас есть спойлеры, но давайте их окрестим промо. Вот Давайте. несколько фрагментов спектакля предлагаю Да. посмотреть. Давайте. Als dirada se pilai hoin, sui hoina kan. Амбаром да чобар амбаром. Адам да ривули ухожа мешта. Биратан забавшичней жида макарав. Рашт бира ухожа. Сам, кай важего из рахма канат. Ама саме фарадаттан чобар. Жагам не самай, дешо куд бафрайда. Ашфалдар бонфа фнейканан. Махисау қалкова юан. Палады куд бафнейда да баржена раштима як. И учлара штима бансади. Sarınmam fındı, diyemar maştar diyemar.
Ну, в общем, Вы видите, интригу сколько мы не страсти? раскрыли. Вы видите, сколько страсти? Да. Вот. Давайте вернемся к Осетинскому театру. Вот Давайте. какой у него путь развития, по вашему мнению? Однозначно уникальный и, безусловно, ну, свой путь, я вот так вот скажу, кратко, да, что, понимаете, во-первых, у вас во Владикавказе несколько театров. Если мы говорим про Северо-Осетинский академический театр, то театр с традициями. И, конечно, путь мы желаем, безусловно, коллективу, мы желаем и новой команде, и, будем говорить так, всех, кто любит этот театр, конечно, широкой дороги и, безусловно, побед в тех начинаниях, которые планируются. Но я единственное бы пожелала, чтобы не теряли свою самость, не теряли свою уникальность. Не нужно стараться быть похожим на что-то. Будь это в Москве, будь это дальше Москвы, ближе к Москве или там ближе к Владикавказу. Не надо. Нужно верить в себя, в первую очередь, потому что есть во что верить, понимаете? Есть глубочайший и фундамент, и огромное построенное здание. Я имею в виду сейчас, я образно тогда мыслю в том плане, в плане понимания театра, истории театра. Поэтому сохраняйте себя, рассказывайте про себя нам. Безусловно, вы нам интересны, я имею в виду сейчас не только нас конкретно, а всему мировому сообществу, российскому театральному сообществу, российскому зрителю. Вы интересны, потому что вы именно такие. Вот. Так что я желаю только всего самого интересного на этом, как сказать, на этом широком пути. Благодарим вас за беседу, за то, что нашли время для нас сегодня и пришли к нам в студию. А вам я пожелаю приятного вечера, и чтобы Спасибо. вы хотя бы ненадолго смогли забыться и побыть просто зрителем в зрительном зале. Спасибо. Спасибо большое, что огромное. пригласили. Спасибо. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Мира и спокойствия вашим домам. Всего доброго.